боретесь, хочется сразу как-то вперед спросить, или часто сразу человеку в лицо бьете. Если да, ну как бы есть же специальные люди, психиатры, которые вполне должны лечить от подобных вещей. Кого успешно, кого экспериментом. Оставим на самом деле эту лирику. Ну да, вы вот сейчас вспомнили очень классный на самом деле бой Венеры Галиева с Эдгаром Коляном. С Эдгаром Коляном, да. А еще, если вы помните, бой тоже потрясающий был с Венерой Галиева с Шамхалом. Шамхалом Керимовым. Помните? Это уникальный бой на битве чемпионов. И, конечно, я честно скажу, его запомнил. Но вот уже год как... Я по совести сказать, Эдгара Коляна перепутал Шамхалом Керимовым. Я сейчас прошу прощения. Да что же. Это бывает, случается. Это ничего страшного. А Эдгар Колян сегодня бьется, у меня все мысли куда уж. Да. Просто это ваша, можно сказать, да, альма-матер, наверное, да? Я из КУДО, я никогда этого не скрывал. И поэтому вас действительно здесь понять возможно. Но вот помните этот бой с Шамхалом? Да, Керимовым? очень спорный. Очень спорный, классный бой. Классный, интересный. И решение, конечно, неоднозначное было. Я очень неоднозначно. И там говорю. действительно можно было давать в любую сторону, как говорят часто очень. Но знаете, уже есть результат, к сожалению. Сейчас все прекрасно понимают, все прекрасно знают, Максим. Но там много еще дополнительных факторов. Если вы помните, если бы вы говорили о дырах, как раз он не показал откровенного провала. Да. Шамхал Керимов — это известный нокаутер в том числе, с очень хорошей ударной техникой. Куда умеют ее ставить, и руки боксерские ребята из КУДО выучили давно и плотно. Да, потому что боксеры чистые приходили в КУДО, и даже уровень мастера спорта международного класса. Да, были. Боксеры. Помню, такой был непомнящий. Ох ты, Венер пропустил сейчас. Справа? Да, справа боковой. Посмотрите. Надо прятаться, уходить от бойца. Впервые вижу Венер Галиев просто, оказывается, поджатым. В каком-то ошеломлении. Фулл маунт. Да ладно. Ой, здесь может быть Венер спасается. Венер сейчас спасается. Контроль для удушающего нужен нормально. Да, контроль, да. Поторопился немножко киргизский боец, но с другой стороны такая удача. Почти, фактически первый удар и такое попадание тяжелое. Венер аж сел. И какие сразу у нас эмоции, Дмитрий, да? Мы даже чуть-чуть потеряли, может быть, нить. Вот это то, на что всегда настраиваются проспекты. Потому что Венера с высоты его опыта и выступлений на подобных форумах, он все-таки не новичок. И здесь проспект привезенный фактически первый раз Икаков на строй как побежал. Да. Побежал он действительно. Побежал и попал. А Венеру, честь и хвала, обратите внимание, он большое количество ударов пропустил, в том числе и добивающих. То, что они не привели к нокауту, это опыт Венера, первое. И второе, поторопился немножко киргизский боец. Ну, куда ты лезешь добивать с такой скоростью? Ну, никто тебе не даст такого. Причем это роскошная возможность. Да, в беге. Невозможно добить в беге, это доказано уже. Ты должен найти опору. И тогда сможешь ударить. Завершающий удар, как раз нокаутирующий, он возможен только, если ты чувствуешь опору. В беге добить невозможно. Венер пытается сейчас залезть в фулл-маунт, сбросив одну из бедер. Правая конкретно не получилось. Сейчас будем менять тактику. Немножечко Турсунбек так поплотнее, чуть более массивный, если хотите. Но Венер куда более опытный. А формуле боя можно, Дмитрий, сказать? 2 по 5. Ну, на мой вкус это всегда было маловато. 2 раунда по 5 минут маловато. Почему? Потому что бойцы, может быть, не в полной мере могут раскрыть всю свою подготовленность. Всю свою именно функциональную готовность. Об этом много говорится. Хорошо уметь бить и хорошо уметь бороться — это необходимо. Никто это под сомнение не ставит. Но если ты функциональный, если ты не готов ставить 3 раунда по 5 минут, то о каком высоком мастерстве можно? Дмитрий, хочу вот тоже дополнить. Посмотрите, уже 3-й лоу-кик подряд Венер попадает точно. И причем 2 из них пошли во внешнюю сторону бедра, и 1 во внутреннюю. Очень болезненные удары, поэтому я думаю, что как раз киргизскому бойцу Турсунбеку Салгазиеву нужно так здесь отметить этот момент для себя и ставить блок, щит, как минимум. Венер все правильно сделал, он немножко сорвал темп боя, перевел его в свое русло, в то, которое ему надо. Ты хорошо бьешь с рук, хорошо, попробуй побить тебя ногами. Тем более, что стоит, обратите внимание, киргиз широко. Очень широко, такой, знаете, карате шотокан. И вот как раз в этой стойке Венер должен пользоваться тоже этим преимуществом. В этой стойке прям четко будут всегда заходить лоу-кики с любых позиций. И они, как мы знаем, уже имеют эффект разрушающий.
Ну вот хорошая позиция для мастера самбо, для мастера ММА в том числе. Сбоку одна из рук фиксирована, есть возможность постучать, понервировать. В любой момент угрожает Венер залезть в фулл маунт, наступить коленом туда на печень, да, классно киргиз защищается, мне нравится, как Турсунбек вообще схватку ведет. Он в партере ни в коей мере, по крайней мере, пока не показывает даже усталости, потому что плохо получается. Ну вот, вот пошли удары. Самбист, это было бы удивительно, если бы он в партере не смог выработать. Посмотрите, пропускает удар. Пропустил. Чуть поплыл даже, но лежа плыть удобнее, чем стоя, Дмитрий, кстати. Да. И есть такой вот... Поторопился Венер. Поторопился, потерял контроль на секунду. И сейчас можно коленом ударить. Вот, Ой, слава богу, меня не услышал. Но хороший бой мы видим, Дмитрий. Да. Очень хорошего уровня и неожиданно для многих, наверное, телезрителей и специалистов, те, которые все-таки знают Венера очень даже, наверное, более чем хорошо. И здесь такую конкуренцию Турсунбек оказывает Венеру в сегодняшней схватке. Ну, я, честно говоря, не верю в то, что это будет закончено в ближайшие 30 секунд. Обязательный второй раунд. Как ты ни крути. И обратите внимание, насколько уже у Турсунбека упала скорость. 4 минуты прошло, 4,5. Посмотрите, как он двигается, как дышит. Вам, как тренеру, это должно быть видно, наверное, в первую голову. Да, Дмитрий, конечно, здесь... Руки вниз? Да. Это вы заметили очень четко и точно подметив. На самом деле, функционально, конечно, слабенько чувствует себя Турсунбек. Даже не готов на формулу 2 по 5. Понимаете? И плюс он еще, если вы как он сильно выложился вот в этом забеге, ударить, там было очень много эмоций. А как известно, в эмоциях мы тратим силу. В этом плане посмотрим, что покажет второй раунд. Повторы, самые зрелищные моменты. Вот как раз тот самый наброшенный туда за шиворот, это правый боковой, попал. И, соответственным образом, это, конечно, не послужило началом конца. Но, честно говоря, у меня так сердце подпрыгнуло. Неужели Венер проиграет, так позволив себе забить первые 2 минуты? Да, ну, быть такого неожиданно для всех нас. А это какой колоссальный опыт. Молодец. Успел спрятаться, залезть под соперника, совершенно спокойно отдавая ему спину, понимая, что с его качеством контроля, я имею в виду российского бойца, он себя задушить подобным образом вряд ли позволит. Что, в общем-то, и получилось. По итоге, поскольку Турсунбек просто свалился в какой-то из эпизодов, уже поверив, что все, соперник уплыл, сейчас я его домолочу. Не так все просто. Да, Дмитрий, вы очень правильно отметили, что, конечно, Венер Галиев обладает просто исключительным опытом. Это боец, я думаю, что топовые десятки все еще, хотя вот опять же возраст все-таки тоже говорит о реалиях определенных. Но Венер, как мы видим, даже в сравнении вот с Турсунбеком, посмотрите, как он легко двигается на ногах, хотя Турсунбеку 24 года, на самом деле, а Венеру 36. Такая разница. Вот, посмотрите, вот несколько попаданий. Венер побежал, на самом деле, не в отместку, конечно, но уже рубиться. Ах ты меня в первом раунде, и классно! Классно. Переход. Фулл маунт, а вот сейчас хватит ли выносливости? В принципе, если так вот будешь закрываться, давая себя просто бить, судья вправе остановить поединок по отсутствию желания продолжать. Здесь как раз отдает спину. Ну тут локтями закрываться сверху надо. Сверху, да. Чтобы не давать... Грамотно Венер выстроил. Вот только сейчас закрылся Турсунбек. Только сейчас. Сейчас Венер может через руку даже попробовать, через плечо. Поддушить? Да, поддушить. Я думаю, болевой будет. Очень близко к этому. Так расшатывает он, ушатывает, тут лежит и лежит. Ну все. Судья вправе остановить бой. Тот лежит, просто закрывшись в глухую и пропускает по себе удары. Да, я еще вот хотел бы дополнить, я посмотрел очень внимательно на секундантов, и они даже сами попросили рефери в ринге остановить бой, потому что их подопечные не могут защищаться. Все логично. Ну, за счет чего, пока у нас есть небольшое время, скажем, тоже подбить какой-то баланс по данному поединку. По совести сказать, вот Турсунбека Сагазиева я не ожидал такой прыти в первом раунде, но хватило его где-то минутки на 3-3,5. Потом силы кончились, вместе с этим кончилось и не то чтобы даже желание биться, желание было, вне всякого сомнения, а кончились силы, с которых ты можешь биться.
потому что если не с чего стартовать, чем бы то ни было, то и поединка не получится. А Венерский готов был биться эти 2 по 5. Плюс пережил такой очень неприятный штурм, для себя неприятный, безусловно. И Венер Галиев на опыте в первую очередь, большой молодец, выезжает из этой схватки, отправляя в нокаут, он так и называется, своего соперника. Да, кстати, вот формула все-таки окончания боя: технический нокаут или нокаут? Ну, он что пишется как таково. Да, нокаут. Технический нокаут. Дмитрий, полностью присоединяюсь к вашим словам по поводу Венера Галиева. Желаем только ему